в стенах Национальной библиотеки Республики Саха, Якутия, состоялась презентация книги «Якутский этнос на рубеже 20-21 веков». Ученого, специалиста в области этнологии и политологии, доктора исторических наук, заслуженного деятеля науки Дарьи Григорьевны Брагиной. На мероприятии собрались родные и близкие друзья, коллеги, почтить память видного ученого. Добрый день, уважаемые гости, коллеги и родные. Мы приветствуем вас в стенах Национальной библиотеки, в историческом зале, на презентации книги, посвященной памяти выдающегося ученого, доктора исторических наук, заслуженного деятеля наук Республики Саха-Якутия Дарьи Григорьевны Брагиной. Дарья Григорьевна – признанный ученый в области этносоциологии современного этапа истории Якутии. Она также известна как специалист по этнологии и политологии. Является автором более 100 научных работ, в том числе 10 монографий. В научных трудах Дарьи Григорьевны исследуются этносоциальные процессы на примере нашей республики. Основные научные направления исследователя – этносоциальные, этнические, этнокультурные процессы в Республике Саха, межэтнические отношения на основе прикладных социологических исследований и социальные аспекты генеалогических исследований. Дарья Григорьевна до этого еще по одной работе самоидентификация народа Саха на рубеже этого века, на ту же самую монографию попросила меня быть ответственным редактором. И по просьбе Дарьи Григорьевны я был ответственным редактором этой обсуждаемой сегодня научной монографии Дарьи Григорьевны «Якутский этнос на рубеже 20 и 21 веков». Я думаю, вот этот промежуток времени выбран Дарьей Григорьевной очень удачно, потому что этот промежуток времени, который изучила Дарья Григорьевна, это было временем исторических вызовов, временем испытаний для якутского народа. Как мы все знаем, в этом времени произошел развал Великого Советского Союза, и все нации разбежались, республика разбежались по своим квартирам, и перед Россией, и перед непосредственно нашим народом встал вопрос, по какому пути дальше идти. И какие пути выбрать для дальнейшего развития народа. К нашему счастью, у нас была очень сильная когорта руководителей во главе Михаилом Ефимовичем Николаевым и Климентом Егоровичем Ивановым. К этому времени у нас образовалась очень сильная научная общественность, научные силы. И в связи с этим это время испытаний для якутов стало временем ренессанса его внутреннего и внешнего развития. Потому что как бы открылось второе дыхание у народа, потому что в 1986 году после выступления студентов народ был обвинен в национализме на союзном уровне. И в связи с этим были большие сложности для народа, потому что начались запреты даже на СЭХ, на СОХой, и была поставлена задача интернационализации учебных заведений, которая ставила задача заменить преподавателей на 50% другой национальности, и даже в школах такая была установка. И к этому времени какой-то небольшой упадок духа у народа был. И 90-е годы дали толчок новому развитию народа, и народ поверил в свое будущее, и народ поверил, что у якутского народа и всего российского народа есть большое будущее. И в связи с этим у нас усилилось понимание своей национальной идентификации, и была выдвинута национальная
государственная идея национального возрождения. И эта идея была подхвачена, главное, народом и поддержана. И когда у любой нации начинается ренессанс, этот народ начинается прорыв по всем направлениям. У якутов тоже в эти годы и по образовательной линии, и по культуре, и по спорту, и по всем направлениям был большой прорыв. И так случилась удачная расстановка кадров. Ну, я как судебный работник говорю, в отличие от других регионов, у нас оголтелого разгула преступности не было. Потому что народ понимал, что по какому пути идти, и знал это, и стало большим толчком для сдерживания негативных явлений в республике. И при этом Россия, Якутия никогда в своей истории не ставила вопрос о выходе из состава Российской Федерации. И в связи с этим якуты нашли возможность своего развития и усиления национальной самоидентификации в составе великого российского государства. И в этот период в научном смысле и даже в обыденном смысле изучено доктором исторических наук профессором Брагиной. С Дарьей Григорьевной я знакома ровно 30 лет. Мы познакомились с ней в 1994 году, сейчас 2024. Мы познакомились с ней во время научной командировки на Аляску. И там я проводила анкетирование на английском языке среди индейцев, среди жителей Фэрбанкса. И мы вместе с Дарьей ездили в индейскую деревню Танана. Вот я даже сейчас принесла книгу показать. Значит, она мне очень хорошо помогала, потому что она сама была этносоциологом. Один из первых этносоциологов Республики Саха-Якутия. Есть фотографии первого состава лабораторий, и она туда входила. Поэтому вот она мне помогала. Я, кстати, помню, что не все были довольны, когда я проводила вот это вот исследование, но Дарья понимала важность этого исследования. Точно такое же исследование я провела потом в Якутии. И я сравнила ответы индейцев, ответы, значит, местных жителей Фэрбанкса, деревни Танана и Якутска, и якутских улусов. И это было очень интересно. Потом вышла в книге, значит, моей книге в городе Новосибирске. Дарья тоже активно там печаталась в Новосибирске как ученый, потому что это все-таки центр науки Новосибирск. И поэтому для нас было честью быть там опубликованным. В течение всех этих 30 лет мы очень активно с ней общались. И всегда советовались по поводу написания статей, монографий. Меня поражало, что она все время без устали писала. Вот это качество было у нее очень ценное для исследователя, для ученого, потому что не секрет, что некоторые вот защищаются и потом фактически ничего не пишут. Но это не относится к Дарье Григорьевне. Она писала до последнего. И вот эта последняя монография «Якутский этнос на рубеже 20 и 21 веков», я посмотрела, 3 раза там упоминаются мои труды. Она упоминает, значит, меня в связи с тем, что я писала об этнокультурном разделении труда. Она делает ссылку на то, как я изучала участие различных этносов в различных видах труда, в частности, саха и русских, участие их в промышленности, в сельском хозяйстве, на транспорте и так далее. Она ссылается на эту мою книгу, и она также ссылается на мою книгу «Общественные движения в Канаде и в Якутии». Это тоже было исследование такое сравнительное. И мне, конечно же, очень приятно, что она на меня 3 раза сослалась в этой монографии. Когда она ее писала, конечно, мы не думали и не знали, что она будет последняя. И вот теперь для меня осталась такая хорошая память. В этой
монографии она пишет и о социальной структуре якутского этноса, и пишет о том, как он перестроился в период перехода к рыночным отношениям, и, значит, о культуре якутского этноса, про общественные организации она пишет якутского этноса. Поэтому она и упоминает мою книгу. Я считаю, что это заметный труд. Он останется в истории этносоциологии, этнографии, истории и вообще в истории науки нашей республики. Дарья Григорьевна — человек, с которым я говорил предметно по моему нынешнему исследованию. Я сейчас занимаюсь современностью, и то, что вот уход из жизни Дарьи Григорьевны, это для нас, считаю, очень для народа Саха колоссальный урон, потому что мы потеряли один из столпов нашего общества, научной элиты, которая бы нам объяснила, что с нами сейчас происходит. Потому что народ Саха живой, и все эти процессы, которые сейчас происходят, они нужны вот именно как раз интерпретации. И Дарья Григорьевна, как специалист, как человек, она вот это все понимала, видела все, как бы и фундамент, и все, что происходит, и куда мы, главное, приведет. Вот. Я считаю, что вот для нас это большой урон, большие сожаления. Состоялась презентация последней книги Дарьи Григорьевны Брагина «Якутский этнос на рубеже 20-21 века». Это последняя книга Дарьи Григорьевны, можно сказать, ее научный эпилог, что ли, от научного творчества. И можно сказать, что большое видится на расстоянии, но я как профессиональный историк хотел бы несколько моментов выделить из ее жизни, где она уже сегодня оставила свой заметный след в плане, как организатор профессиональный и профессиональное образование, и как ученый, и как исследователь, и достаточно такой человек с большим научным и широким кругозором. Во-первых, долгое время она работала директором филиала Санкт-Петербургского университета кино и телевидения, где подготовила большое количество специалистов по широкому спектру кино и телевидения. Если бы этого не произошло, то вряд ли состоялся бы якутский феномен якутского кино. Или, как мы публицисты называют, якутский Болливуд, когда мы в год выпускаем большое количество кинофильмов и на российский прокат, в том числе и на мировой. И ведущие такие электронные ресурсы сегодня все практически покупают якутское кино, потому что они достаточно интересно снято, необычно, имеет хороший сценарий, хорошую картинку и необычный такой взгляд на повседневные вещи. Поэтому это первое. Второе, конечно, она выдающийся этносоциолог. И недавно была конференция, посвященная 50-летию основания якутской лаборатории социологов, которую основал известный социолог и журналист Иван Александрович Аргунов. Это было 50 лет назад. Он, кстати, еще был первый член Союза журналистов Якутии. И назвали ее фамилию в ряду ведущих социологов Якутии. Дарья Григорьевна работала последние 11 лет в стенах Академии Республики Саха-Якутия. Она начинала заниматься энциклопедистикой, установила прочные связи с Башкирским центром энциклопедистики, который сегодня является федеральным уже центром, указом президента России, и является ведущим методическим центром в этой области. Первые связи удалось установить ей. В течение 7 лет была большая работа над энциклопедическим словарем Якутии, который явился прологом нашей энциклопедии Якутии, который будет издаваться где-то в 4 или даже в 6 томах. В этом году мы должны увидеть уже печатный первый том энциклопедии Якутии. Это большое издание, порядка 740 страниц. Что касается ее взглядов, то многие ее считали профессиональным и политологом, этнографом. Она имела много учеников, в том числе ее учеником был и нынешний министр культуры Ноев Афанасий Иванович, с которыми она
готовила совместные монографии. И таких учеников у нее много. Сегодня они как бы осиротели, и им сложно продолжать исследования. Если говорить о Дарье Григорьевне, то надо, конечно, и отметить ее личностные качества. Это был смелый человек, она умела принимать решения. И в нашем коллективе, конечно, Академия наук, она была всегда украшение на праздниках, на формальных мероприятиях и так далее. И поэтому, конечно, нам всем будет ее не хватать, но мы будем хранить память об этом удивительном человеке, о исследователе в наших сердцах, и уже можно сегодня сказать, что она вошла в нашу историю. Эта глава очень понравилась. Ну и сегодня душа нашей Дарьи Григорьевны, матери, бабушки, подруги, навсегда уйдет из среднего мира в Вышний мир небожителей, и оставляя нам только свет и воспоминания о ней, и в этом поможет ее последняя книга. Ведущий научный сотрудник отдела энциклопедистики Академии наук Якутии Алексей Григорьевич Пудов принял участие в конференции, организованной кафедрами Северо-Восточного федерального университета. «Мы, якутяне», сформулировал политическую идеологему профессор Виктор Данилович Михайлов в конце 90-х, начале 2000-х. Это был определенный практикоориентированный аспект его философии согласия. Безидеологичному обществу России на региональном уровне тогда понадобилась сплачивающая и мотивирующая формулировка. Сегодня из аналогичного смыслового ряда мы имеем слоганы, мотивирующие к созданию общерегиональной идентичности «Вместе вперед». Якутия – только вперед. Транслируемая главой республики Айсеном Николаевым. Сегодня возникает необходимость антологизации предложенного слогана за счет внесения сакрального начала, фундируемого социокультурными и природными особенностями нашей криосферной Якутии, а также ренессансными явлениями в культуре народов Якутии. Представители Академии наук Якутии предлагают продлить идеологему, впервые озвученную Виктором Михайловым так: «Мы, якутяне, хранители 1/5 российской земли, преданные нам предками». Это один из вариантов манифестации регионального метанарратива, формирующего идентичность с наличием сакральной составляющей. 29 ноября во Дворце спорта 50 лет Победы состоялась торжественная церемония вручения нагрудных знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО среди жителей Республики Саха, Якутия. В мероприятии приняли участие Леонид Спиридонов, министр по физической культуре и спорту Республики Саха, Якутия, Георгий Балакшин, председатель Постоянного комитета Государственного собрания Ил-Тумен по делам молодежи, физической культуре и спорту. Мы сегодня представляем Академию наук Республики Саха-Якутия, и это хороший знак, значит, мы еще в силах осуществлять не только научную деятельность, но и физически здоровым, вести здоровый образ жизни. Призываем всех заниматься физкультурой и спортом. Да, и в соответствии с последними веяниями в области фитнеса. На церемонии нагрудные знаки отличия получили 120 жителей республики разных возрастов, от школьников до пенсионеров. Министр спорта Леонид Спиридонов отметил, что работа по внедрению комплекса ГТО в республике ведется с 2014 года и уже дает значительные результаты. С каждым годом число людей, получающих знаки отличия, растет. Председатель комитета Георгий Балакшин напомнил о мотивационных мерах для граждан, сдавших нормативы ГТО. На федеральном уровне предусмотрены налоговые вычеты для обладателей знаков ГТО. Кроме того, недавно Государственное собрание Ил-Тумен поддержало законопроект, который предоставляет гражданским муниципальным служащим 3 оплачиваемых дня отпуска. Какого волнения нету. Мы пришли, нас пригласили, мы получаем серебро. Здравствуйте, меня зовут Вера Брызгалова, я работаю в РИК Плюс юристом. Я очень рада, что я сегодня получаю свой золотой значок по ГТО, это мой первый значок. Немного волнуюсь. Сложнее всего дался бег, остальные нормативы нормально.
Никогда не думала, что смогу, но получается. Здравствуйте, у меня прекрасное настроение. Сегодня получаю серебряный значок. А сама я занимаюсь 3-й год бегом. И самое легкое, вот, в отличие от Веры, это было сдать бег. Ну, остальное там, как бы, да, чуть-чуть сложновато было, но в целом, я думаю, каждый сможет, если захочет, сдать ГТО. Году детства в Республике Саха-Якутия и десятилетию возрождения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Я хочу сказать, что возобновление таких знаков и такого мероприятия было в 2014 году по указу президента нашей страны Владимира Путина. И с тех пор сегодня уже ведется большая работа. Здравствуйте, я мама Мартаяна Марка. Очень рады, ожидали, что будет медаль, но что золотая, очень рады. Ощущения хорошие. Я знал, что золотая медаль. Бебо готова тугун ларгал дибит. Охджана мелла дибитем. Золотое. Бырга меллам. Тут таралдары бакалявлары. Вери катюба. Пудов Алексей Григорьевич, Петрякова Лариса Михайловна.